Здравствуйте. В программе «Вести интервью» мы продолжаем знакомство с факультетами Чувашского государственного университета имени Ульянова. О научно-техническом развитии электроэнергетики и подготовке кадров для этой отрасли мы поговорим с деканом факультета энергетики и электротехники Владимиром Ковалевым и техническим директором научно-производственного предприятия «Экра» Владимиром Наумовым. Владимир Геннадьевич, Владимир Александрович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Геннадьевич, наверное, вопрос сначала к вам, мой первый. Почему вот мы решили это интервью записать именно вот в этом месте, в этой лаборатории? В чем ее уникальность? Ну, наверное, у всех сейчас на слуху термин «цифровая экономика», «цифровые технологии», «цифровая энергетика». Это национальные программы. Они должны позволить нашему государству стать передовым. И, соответственно, системообразующая отрасль, энергетика, и предприятия, которые изготавливают оборудование для энергетики, это предприятия электротехники, должны готовить совершенно новое оборудование. Значит, вот поэтому мы здесь встретились в лаборатории под названием «Цифровая подстанция». Эта лаборатория создана в рамках нашего сотрудничества с инновационным предприятием, научно-производственным предприятием «Экра». Мы сформулировали на основе нашего опыта образовательные программы, то есть и продумали, как мы будем, так скажем, обучать студентов новым цифровым технологиям на основе вот этого всего оборудования, чтобы это было действительно полезно для всех. Если, скажем так, сравнить с другими, может быть, вузами страны, везде такие лаборатории есть? Мы очень хорошо представляем, какие лаборатории где есть, поскольку в подавляющем большинстве они основаны на нашем оборудовании. И я могу здесь сказать, что подобного класса лаборатория, возможно, есть только в МИИ. Остальные учебные учреждения или центры повышения квалификации существенно отстают. Но надо отметить то, что действительно вот тот опыт и траектория обучения у нас в университете совместно с предприятиями кластера, он уникален. В чем вот этот опыт заключается? В том, что, ну, во-первых, на наше предприятие приходят школьники для профориентации и видят, как работает предприятие «Экра», другие предприятия кластера. И они понимают, какая профессия для них интересна. Во-вторых, проводят олимпиады кластер. Два предприятия, крупнейших предприятия, это электроаппаратный завод и «Экра», проводят специально олимпиаду вместе с университетом под названием «Надежда электротехника». Мы сюда пытаемся отобрать лучших ребят. И это очень важно. Почему? Потому что эти технологии на таком уровне могут освоить ребята с хорошими базовыми знаниями математики, физики, информатики в школах. Что у нас, действительно нехватка кадров в отрасли? Она не только научная, но и высокоответственная отрасль. Поэтому квалифицированные кадры нужны все время. И поэтому мы стараемся, так скажем, участвовать в процессе воспитания этих кадров с самого начала. То есть для того, чтобы правильно провести студентов через образовательный процесс, для того, чтобы вот как раз вот научить их работать с современными технологиями, чтобы они уже к моменту окончания университета определились со своим направлением, могли продуктивно работать. Одна из наших студенток, Виктория Анисимова, в прошлом году получила награду от Министерства энергетики. Вы знаете, мне сейчас было очень приятно услышать, когда Владимир Александрович сказал «наши студенты». То есть технический директор крупнейшего предприятия говорит о том, что это наши студенты. Действительно, они наши. Они работают на нескольких предприятиях кластера уже начиная со второго курса. То есть практически все студенты уже идут будем работать? Так говорить, лучшие студенты. Вот в магистратуре все наши студенты работают на предприятиях и учатся в вечернее время. Это сложно, но зато они понимают, что такое профессия инженера. Они понимают свое место именно в этом коллективе. Им не нужно будет потом адаптироваться. Если говорить о тех, кто заканчивает уже вуз, заканчивает ваш факультет, вот все идут работать по профессии потом? Если говорить о коэффициенте полезности, будем так говорить, чтобы наш выпуск работал по профессии, то он очень высокий. Значит, я его оцениваю порядка 80%. То есть примерно 80% ребят идут работать по специальности. Причем это два направления. Вот практически, допустим, те же самые 80, а может быть даже больше процентов работников Чувашэнерго – это наши выпускники. Ну и на предприятиях на наших
Мало того, что значит, наши выпускники создают эти предприятия, основывают эти предприятия. И там тоже такой же примерно процент наших инженеров. Но вот эти инновационные предприятия, они требуют немножко другого. Они требуют глубочайших знаний, и они конкурируют в науке. Практически они воссоздают у себя на предприятиях отраслевую науку. Это очень важно. Поэтому нам нужны талантливые ребята, способные создавать новую программное обеспечение. То есть электроэнергетика – это творчество, да? Большое творчество, значит, на этих предприятиях, потому что они конкурируют с крупнейшими международными корпорациями. Siemens, Schneider Electric. Работа в этой сфере всегда является инновационной, особенно в условиях принятой в нашей стране курса на цифровую экономику и цифровую энергетику. Где человек бы никогда не успел это сделать. Никогда, и еще ошибся бы, может быть. А вот цифровые технологии должны безошибочно, в идеале, конечно, но к этому надо идти. Максимальное число, если посмотреть вот цифровых технологий, после, наверное, социальной жизни, приходится именно на энергетическую отрасль. В принципе, так скажем, если посмотреть на профиль работы как-то, да, или сотрудников в области, вот, допустим, разработчиков для электроэнергетики, то можно хорошо заметить, что основной как раз состав работает, в принципе, в офисе, точно так же, как и в других IT-компаниях. Правда, есть две большие такие болячки у цифровых технологий. Первая – это кибербезопасность. И вторая болячка – это все эти микропроцессорные устройства, все наши гаджеты с вами, значит, они восприимчивы к электромагнитным помехам. Но вот с ними тоже надо бороться и создавать алгоритмы, технику. Возьмем, к примеру, возобновляемые источники электроэнергии. Это все ведет к тому, что управлять ими старыми методами, централизованно, как раньше было, становится невозможно. И уже не первый год говорится о том, что для управления вот этими источниками, которые становятся все меньше, все распределеннее, требуются уже даже не элементы искусственного интеллекта, а полноценные системы искусственного интеллекта. Наверное, вся электроэнергетика будет управляться уже с максимальной степенью применением вот таких систем искусственного интеллекта. На мой взгляд, поэтому можно смело говорить о том, что эта отрасль всегда будет одним из драйверов инновационных каких-то технологий. Хорошо, в таком случае, Владимир Геннадьевич, я так понимаю, нужно идти в ногу со временем, и значит, на факультете наверняка появляются какие-то, может быть, новые программы образовательные, да? Новые кафедры. Да, новые кафедры. Вот, может быть, об этом подробнее расскажете, как вообще студенты свою образовательную траекторию формируют? Наиболее востребованными у нас являются специалисты в области релейной защиты, автоматики, электропривода, электрических аппаратов, электроснабжения. Но сейчас появляются такие и междисциплинарные какие-то востребованные специалисты. То есть он должен знать и режимы работы, и функционирование схемы, значит, и оборудование, и программирование. Поэтому вот в магистратуре можно выбрать ту специальность и углубиться, значит, под руководителем магистратуры в ту область, которая действительно является инновационной. Ну и вот не только наши бакалавры лучшие были в России, и наши магистры занимали призовые места. Владимир Геннадьевич, если говорить о том, вот сколько бюджетных мест вообще, да, на факультете, то есть хватает их, не хватает вот именно для подготовки инженерных кадров? Ну, на 2020 год приема у нас по направлению электроэнергетика и электротехника 130 бюджетных мест. Это явно не хватает. Это в бакалавриат? Бакалавриат, да. Значит, и 28 мест в магистратуру. Это явно не хватает нашим предприятиям. О том, что такая диспропорция имеется, говорится на больших форумах. Значит, недавно, вот где-то месяца 3 назад, об этом говорил президент нашей страны. И давайте увеличим число студентов в периферийных вузах. Владимир Александрович, насколько, скажем так, ваше предприятие, да, вот как предприятие электротехнического кластера, устраивает выпускники? Часть образовательных программ сформирована
с участием наших специалистов. Более того, более 20 человек на нашем предприятии, на НПП «Экро», преподают в университете. В том числе и я веду определенный курс для студентов. Ну, все это делается для того, чтобы дать правильную образовательную траекторию для студентов, и чтобы они уже выходили из университета как подготовленные специалисты и максимально представляли отрасль, в которой они будут работать, задачи, которые перед ними будут ставиться. И самое главное, что эти ребята, они востребованы на территории всей России. Вот центров, где готовятся релейщиков, центров, где столько докторов наук, кандидатов наук в этом направлении, очень мало. И самое главное, у нас преимущество какое? Все готовят эксплуатационщиков, а мы готовим разработчиков. А это сложнее. И это мы можем сделать только вот с помощью системы, интегрированной системы подготовки. Вот это самое главное. Ну, мое мнение, что, опять же, вся отрасль движется к тому, что, как правильно уже говорили, опять же, об этом, что специалист в области электроэнергетики и релейной защиты должен будет объединять в себе в том числе и знания в IT-технологиях, такие как работа с сетями, там, Ethernet, с другими технологиями. Возможно, да, в ближайшее время он должен будет представлять основные, так скажем, какие-то требования по информационной безопасности, по обустройству, так скажем, кибербезопасного оборудования и обеспечения кибербезопасности всего объекта. То есть мы постепенно сдвигаемся к тому, что специалист в области электроэнергетики должен становиться и специалистом в области IT-технологий. То есть, я правильно понимаю, на факультете этому всему тоже учат, да? То есть затрагиваются эти все аспекты? Ну, мало того, что мы ряд таких профилей открыли на другом факультете, то руководство Чувашского госуниверситета четко понимает, что вот экономика республики, да, и задачи университета совпадают, потому что мы вкладываемся туда. Мы даем базу, а задачи и ноу-хау уже наши студенты разрабатывают вместе со своими руководителями и одновременно нашими преподавателями. Вот такой интеграции, значит, ну, я, по крайней мере, пока не видел нигде, где я бывал в вузах России. В Чувашский государственный университет я поступил потому, что это самый большой университет республики, а на факультет энергетики и электротехники, потому что это один из самых старейших и самых опытных факультетов всего университета. На факультете имеются самые современные научные лаборатории с современной техникой. Также на территории университета имеется самый большой и самый современный дворец культуры всего ПФО. Благодаря тому, что я участвую в различного уровнях конференциях, ЧГУ щедро вознаграждает меня. Этому способствуют такие стипендии, как повышенная академическая стипендия, стипендия попечительского совета, различные именные стипендии, стипендии правительства и президента Российской Федерации, а также университет выплачивает социальные стипендии для нуждающихся студентов. Наш университет приветствует работающих студентов. К своему 3-му курсу обучения я проработала уже на 2 предприятиях. НПП «Динамика» в отделе программистов, и в данный момент я работаю на Чувашском электроаппаратном заводе в отделе в департаменте тендеринга и ТКП. В моем случае, еще будучи студентом 1-го курса, я был трудоустроен на научно-производственное предприятие «Динамика», которое специализируется на выпуске устройств для проверки различного электротехнического оборудования. После чего я проработал некоторое время на предприятии «ВНИР», а сейчас я трудоустроен на Чебоксарском электроаппаратном заводе в департаменте реализации проектов и занимаюсь реализацией проектов стоимостью до 100 миллионов рублей. Весь наш мир движется к тому, к определенной специализации. Например, бытовые устройства, которые там, возможно, кто-то хочет разрабатывать, вроде телефонов, чайников, умных и прочих таких вещей, они давно уже делаются в Китае. В принципе, и достаточно просто проектируются в Китае, потому что это типовые, по сути, какие-то проекты, требующие массового производства, ну и других подобных вещей. А вот именно промышленные устройства, они все больше и больше, так скажем, регионализируются в определенных странах, в том числе и в России. В России требуется разработка собственных промышленных устройств.
в собственных интеллектуальных устройств, как для электроэнергетики, так для энергетического комплекса, для автоматизации предприятий и тому подобное вот вещей. Весь мир, практически все правительства, так скажем, прекрасно понимают, что электроэнергетика – это как кровеносная система, по сути, всей страны. Любой национальной обороны, любой национальной системы, национального правительства. И допускать туда иностранных поставщиков в современных, так скажем, условиях цифровых технологий чрезвычайно опасно. Поэтому во всем мире очень сильный тренд на импортозамещение. Именно национальные разработки, отечественные разработки являются очень актуальными и востребованными в будущем. И я уверен, что этот тренд надолго. Здесь я считаю, что специалисты в этой области будут только все более и более востребованы. Хорошо, тогда, может быть, вот в преддверии приемной кампании 2020 года что-то пожелаете абитуриентам? И вообще, вот, на ваш взгляд, вот они какими должны быть? Кого вы ждете? Они самые-самые разные. Самое главное, чтобы они хотели, желали учиться. В университет приходят получать знания. Возможности есть. Возможности в университете действительно уникальные. Ну и вот в предыдущие слова Владимира Александровича я хотел бы добавить, что действительно Чувашская республика – это центр, и Чебоксары иногда называют Релеград, центр технологий. И он очень важен для Российской Федерации. И вот здесь сотрудничество Чувашского госуниверситета, ЭКРы, других предприятий, они действительно реально решают национальную задачу. Поэтому, если у ребят есть желание участвовать в больших, крупных проектах, делать себя профессионалами, добро пожаловать. Можно сказать, даже создавать историю, что ли, в какой-то степени? Вы знаете, энергетика сейчас действительно на переломе. Сейчас появляются новые технологии, это и вот альтернативная энергетика, это и вот предприятия, которые находятся в Новочебоксарске, Хейвел, это и предприятия, которые сотрудничают с ЭКРой под названием интеллектуальные сети, которые занимаются системой кибербезопасности. Это еще целый ряд предприятий, которые действительно создают новую продукцию под новые технологии энергетические. Но сильная наша сторона – это управление в энергосистемах, защиты, ну и преобразовательная техника, силовая преобразовательная техника. Вот это имеется у нас в республике. Хорошо, спасибо большое вам за беседу. И я желаю, чтобы на факультет действительно пришло как можно больше талантливых ребят, которые хотят учиться, ну и в последующем, чтобы на предприятиях электротехнического кластера тоже свои гении появились. Большое спасибо. Благодарим вас.